Здравствуйте, уважаемые читатели и зрители Якутского Саха информационного агентства. Мы находимся в студии анимации и дубляжа НВК Саха. Феномен якутского кинематографа стал широко известен не только в пределах республики, страны, но и по всему миру. Давайте разберемся, ожидает ли подобная судьба якутскую анимацию. Узнаем, как создаются мультфильмы. Это мой первый опыт работы над сценарием. И каждый проект начинается с идеи. Мы работали над каждым героем, над каждым персонажем. Мы уже давно работаем, уже который месяц. Сейчас мы работаем уже над разработкой 4-й серии. Мы начинали вообще с идеи, разрабатывали каждый персонаж, какой будет характер у героя, да? Какие он будет преодолевать препятствия, как он будет развиваться в течение основного сюжета. И чтобы было интересно нашим зрителям, мы уже работаем над каждой деталью, например, одежды, движений, мимики, да, и это очень объемная и в то же время интересная работа. Расскажи подробнее о проекте. Это какой-то новый проект, это не току, это... Это новый мультфильм «Аптах Кюс и Айтал». Главный герой — это мальчик, маленький мальчик, у которого есть огромная мечта. И чтобы сбылась его мечта, он должен пройти через препятствия и приобрести суперсилу. Мы готовим для детей нового супергероя, чтобы он для них был каким-то примером, да, чтобы у каждого ребенка сбылась мечта, наш герой должен быть для них примером. Над проектом «Току» мы начали работать в мае прошлого года. Сначала нас было 4, и потом постепенно приходили люди, и в общем нас стало 7. И вот в декабре прошлого года нас было 7 человек, и мы закончили 20-серийный мультик «Току». Сейчас мы работаем над проектом, который называется «Аптах Кюс». Это про мальчика, про Айтала. Сейчас я занимаюсь раскадровкой. Это, в принципе, как будет выглядеть мультик по сцену. Вот в данной сцене бабушка выйдет, и потом Айтал будет бежать к ней. Это чисто для себя, чтобы мы знали, что именно делать в данной сцене. А в самом финальном варианте, конечно, будет картинка получше. Там уже будет четкие контуры и будет добавлен цвет. Мультик «Току» мы сделали в программе Adobe Animate. Когда мы начинали работать, некоторые не знали, как работать с этой программой. Например, я знал, потому что до этого я чуть-чуть работал с этой программой. А вот сейчас мы уже перешли на другую программу, которая называется Moha. Мои коллеги, и в том числе я, занимаемся обучением вот в этой программе. Программа прям хорошая, мы отметили, что она уже лучше, чем Adobe Animate, она уже предоставляет больше функций и более гибкая. Какой средний возраст в вашей команде? Ну, я самый старший, мне 27, и, наверное, где-то средний возраст 24 года. Все уже младше меня. У нас у всех до этого не было такого большого колоссального опыта, как здесь. И хотим выразить огромную благодарность НВК Саха за то, что предоставили и доверили нам такую возможность открыть, начать индустрию анимации в нашей республике. В нашей студии работают 5 редакторов, 1 режиссер и 4 звукорежиссера. Мы подбираем людей-артистов, которые умеют правильно озвучивать, в том числе и детей тоже набираем со школ. Мы для начала проводим кастинг, переводим уже существующий мультфильм, поэтому тяжело дается. Мы сейчас переводим мультфильм «Мимимишки», 52 серии должны переводить. 3 кота переводили 104 серии. Тут мы видим график распределения работ. Например, диктор, папа, мама, коржик, карамель, компот. У них нагрузка вот такая вот. Видите? Голоса актеров должны совпадать оригиналу. То есть мы уже работаем над существующим мультиком, поэтому актеры должны характером, голосом совпадать. И каждый голос мы отправляем на утверждение в Москву.
Здесь озвучивается самый такой интересный процесс, на мой взгляд, происходит. Скажи, в чем особенности, какие должны быть точности? Самое главное — липсинг, и в секунду должны совпадать. И немаловажную роль играет перевод с русского на якутский. Эмоциональный окрас должны передать. Анна, расскажите, пожалуйста, над какими проектами работает студия, какие есть завершенные проекты и какие планы на будущее? Но мы работу начали с прошлой весны, начали с проведения конкурса анимации и сценариев. По итогам конкурса мы определили 2 лучших сценария. Первый реализовали в прошлом году, это мультфильм «Току», который очень полюбился нашим детишкам. И над вторым проектом мы работаем сейчас, вот весь январь, декабрь, январь, февраль. Шла работа у нас по синопсису, по содержанию. Все ребята-аниматоры подключились, художники-аниматоры. Каждый задавал свой вопрос, да, почему главный герой идет в ту сторону, почему он поступает так, чем это все закончится. Ну, к обсуждению подключаются абсолютно все сотрудники. В прошлом году Току мы сделали в кратчайшие сроки. 20 серий мы подарили детишкам. И сейчас работаем также над продвижением сами. Все редакторы, все художники-аниматоры активно участвуем в презентациях, ходим, посещаем детские сады. Вот в марте у нас запланирована презентация в Национальном центре медицины, детишкам тоже покажем. Помимо собственной анимации у вас идет озвучка уже состоявшихся проектов российского телевидения. Как идет взаимодействие с коллегами? Это очень сложный процесс, один из сложных, наверное, да, поскольку если мы здесь процесс создания собственного мультфильма можем контролировать, а там уже идет непосредственно работа с дистрибьюторами, с правообладателями. Да. Я непосредственно работаю с Москвой, мы так называем, да, и с Санкт-Петербургом. Это компания Рики, Art Pictures и так далее. Первый договор был подписан с компанией Рики. Это «Фиксики», «Малышарики», «Тима Тома», которые тоже успешно переведены и уже выложены в социальные сети и на наш сайт tunik.ru. Сейчас, в новом 2023 году, мы заключили еще с 3 мультфильмами. Мультфильмы и правообладатели мы не просто так выбираем. Да, весь прошлый год мы работали с фокус-группой, в котором состоят у нас мамы, активные мамы, блогеры, обычные мамочки, которые активно принимают участие в процессе создания мультфильмов. И когда мы посещали детские сады, мы опрашивали всех, какие мультфильмы они смотрят, сколько серий они смотрят. Ну, такое небольшое исследование провели. Да, и согласно этим исследованиям мы уже начали думать, да, с какими правообладателями будем работать. Есть ли какое-то будущее именно созданных в Якутии мультфильмов? Интересуются ли студии, находящиеся в Центральной России, нашими работами? Да, с прошлого года, когда мы начали работу, на нас стали выходить не только желающие рисовать мультики, но и производители мультфильмов, а также наши коллеги, которые работают тоже на региональных каналах и хотят тоже рисовать мультики. Вот буквально в январе у нас состоялась встреча с Татарстаном, и Татарстан очень детально спрашивал, сколько сотрудников работает, какой сценарий, как отрабатывали, функцию каждого сотрудника спрашивали. Поэтому можно сказать, что НВК становится примером для других регионов. Если есть желание поучаствовать в вашем проекте, что нужно сделать, какие поступательные действия? Но нужно следить за нашим сайтом, на наших официальных сайтах НВК Саха, также телеграм-каналах и так далее. Мы даем объявление, то, что мы проводим кастинг. Вот в настоящий момент у нас идет кастинг на мультфильм «Мимимишки», «Турбозавры». «Турбозавр» оказался очень сложным мультфильмом. Да. Вообще о процессе перевода, вот вы посмотрели, да, девочки тоже поделились, сотрудники, редакторы. Это очень сложный процесс, потому как каждый голос, каждую серию, каждый момент, каждую музыку мы согласовываем с правообладателем. Это очень сложный процесс, поэтому наши звукорежиссеры, мы сами работаем практически по Москве. Как вы оцениваете собственное, скажем, будущее? Какие есть перспективы у якутской анимации? Ну,
Без больших целей, в принципе, и смысла работы нет. Мы, конечно, смотрим будущее и хотим, чтобы наш мультфильм толку полюбился и детишкам из других регионов. Очень этого хотим, да? Но сегодня наша задача, конечно же, это распространение контента мультфильмов на якутском языке на территории Республики Саха-Якутия. Поэтому первостепенная задача – это делать мультики на якутском языке для наших детишек.